Ингушетия уже второй день во власти холодного фронта. Обильные осадки вызвали подъем уровня реки Сунжа. Многие районы оказались подтоплены. Наши корреспонденты выехали в наиболее пострадавшие населенные пункты. В районе села Барсуки рано утром стихия прорвала укрепление возле моста. Уровень реки поднялся до критической отметки. В результате дамба не выдержала напора. Вода начала поступать на соседнюю улицу и во дворы близлежащих домов. После обеда уровень воды упал до 40 сантиметров, но к этому времени ниже по течению дамбу разрушило еще в 2 местах. С помощью подоспевшей вовремя строительной техники, которая была задействована в реконструкции дороги, удалось остановить дальнейшее затопление домов жителей. Народ мы оповестили всех, МЧС здесь, район весь, глава района здесь, все его замы здесь. И мы своими силами и силами организации НИОН, который дорогу делает, они нам помогли, привезли бетон, тяжелый бетон, да, на своих машинах, сами разгрузили, еще бульдозер нам дали. И плюс мы привезли свою технику еще. Власти Карабулака просят горожан эвакуироваться из мест, которые могут быть подтоплены. Уровень воды в реке Сунжа из-за обильных дождей достигает критической отметки. Под угрозой затопления 116 домов на 4 улицах. Есть опасность размыва берегов, повреждения опор мостов и линий электропередач. Сейчас городские власти занимаются укреплением дамбы. Паводка по городу Карабулак пока стабильная, но тяжелая. У нас идет зона затопления улицы Заречная и улица Балкоева. Всех улиц мы уже население оповестили о необходимости эвакуироваться. Часть населения уже эвакуировали. Уровень воды у нас вот на мосту по улице Промыслова уровень поднялся от стандартного уровня более 3 метров. Все необходимые мероприятия проводятся. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе Карабулак проведена. Все силы, средства переведены в повышенный режим готовности. Ведем работу по укреплению там, где у нас есть подозрение, что возможно будет прорыв. Да, у нас все будет хорошо.